Всем привет! Это перекресток улиц Дзержинского и улицы Кальвицы. Довольно интенсивные улицы. Вот, видим даже четырехполосные. И вот, дорога новая. Хорошая, красивая. Совсем недавно она была совсем другого вида. И сейчас вот ей придали такой нормальный вид. Плитка здесь. Видим, тротуар хороший. Ну и вот это здание, запомните, мы от него пошли и к нему и придем. Мы сделаем круг вот по кварталу, значит, вдоль, рядом с улицей Кальвицы, которая находится. Вот, свернули во двор. Виден здесь дом жилой, двухэтажный, еще с советской постройки. Вот такие дворы у них, вот такие окна, березки растут, значит, даже палисаднички есть вот такие вот, деревянный забор хороший, дровишки здесь лежат. Вот что-то за этим у него палисадничком есть хорошего. Идем дальше, по левую сторону видим вот старый туалет такой. Старый туалет заброшенный уже. Ну, вот надпись «Помощь бездомным алкозависимым». Часто можно встретить в таких районах такие надписи. Ну, видать, соответствующий контингент здесь живет. Ну, вот, люди выносят помои в такие, как выгребная яма, называется вроде так. Вот туалеты. Туалет видно, что новый, сделан из профлиста. Вот, ЖМ, соответственно, надписи у него. Такой двор. На этих сваях у нас, значит, трубы, отопление, вода горячая в эти дома подается. Такой двор стандартный. Идем дальше. Дороги здесь вот такие грунтовые. Значит, прошел дождик, поэтому лужки, грязь, надо быть осторожными. Ну вот, вода по таким теплотрассам подается. Я думал тут свернуть и пойти, но не удалось, потому что грязь, наступать сюда, в общем-то, совсем даже не хочется. Теплотрассы замотаны белый такой теплоизолирующий. Вот это жесть, конечно. Это какая-то старая помойка. Вот она уже, короче, забытая, да, видать. Ага, люди скидывают, не скидывают сюда свои помои в этих домах. Почему тут такая обстановка? Потому что эти дома частично благоустроены, у них нету канализации. Вода подается, а канализации нету. Все вот эти помои, то, что, значит, продукты жизнедеятельности человека, их приходится выносить ведрами вручную, соответственно. Ну, перешли дорогу улицы Халтурина, всем известного, значит, исторически в свое время жил человек Халтурин, вот, и решили его имя увековечить в Якутске, назвав вот эту улицу. И сейчас мы по ней гуляем. Видим какой-то дом, а здесь вот кузов машины лежит уже весь распотрошенный. Я думал сюда вперед пройти, но мне не захотелось, лужа, и я решил пойти в другую сторону. Набрел вот на такой двор, стандартный, классический, лужка такая вот. Ну и туалет, соответственно, помойка. Вот сюда людям приходится ходить по нужде. Ну а это вот выгребная яма для жидких помоев. Сюда сливают с ведер вот это все дело. Туалет. Почему-то одной двери нету. Видим, там даже кто-то досточки подложил, чтобы удобно было сидеть.
Так, ну вот это трансформаторная тут будка и провода. Я их увидел и решил сюда побыстрее уйти, потому что неизвестно, что там в этих проводах, если напряжение может убить запросто, и потом я уже никакие ролики не смогу снимать, соответственно. Ну вот помойка для сухого мусора, мы сейчас пошли, подъезжает машина. Так, пришлось, короче, обратно идти тем путем, которым я хотел пойти. Пришлось нагибаться под теплотрассами. Теплотрассой, такая лужка. Ну, наверное, ситуация здесь такая, то что эти дома, наверное, будут в ближайшем будущем сноситься, поэтому, ну, какой, в общем, смысл тут благоустраивать, значит, делать нормальные дороги. Поэтому вот после дождя, допустим, местные вот эти все так выглядят дороги. Но приходится вот проходить рядом дому, притык по деревяшкам вот этим, поэтому люди в окна вставляют такие решетки. Ну, соответственно, видно, да? Так, благополучно мы преодолеваем это препятствие и сворачиваем на улицу Клары Цетки. Это тоже известная революционерка, соратница Ленина, Роза Люксембург. Она вот известна своими, значит, социалистическими идеями. Была немка, жила в Германии до прихода фашистов, а потом, соответственно, она эмигрировала в СССР, жила в селе Архангельском под Москвой, там же умерла, и ее останки похоронены в Кремлевской стене рядом с мавзолеем Ленина. Проходим дальше вот по такой тропке. Ну вот вообще-то на машинах я бы не стал ехать тут, потому что смотрите, какая жуткие лужи какие, а может они глубокие, там можно напороться на что-нибудь, и потом придется трактором все это вытаскивать, и таким вот образом проходим, смотрим обязательно под ноги. Тут я думал, короче, пройти вот посюда, но тут оказалась грязь, пришлось разворачиваться и идти вот таким образом, где сухо. Ну, в общем-то, должно подсушить, если дождя не будет, и здесь уже будет более-менее по суше эта дорожка. Ну, вот видим там впереди с правой стороны такой забор мощный, видно, да? Кто-то себе из профлиста сделал, чтобы ему не мешали. А с левой стороны вот видно тоже дом, двухэтажечка, деревяшка, и там такие интересные, смотрите, навесы прямо над окном люди делают из шифера, да, это шифер, а там вот белым, видите, да, это для утепления, чтобы зимой было теплее в квартире, в дому, соответственно, так делают люди, кто на что гораст. Но здесь уже дорога стала по суше, но вот если вы хотите свернуть, значит, сюда в ограду, опять лужи, наверное, надо иметь тут сапоги, чтобы, в общем-то, нормально передвигаться, когда пройдет дождь. А здесь вот мы видим, вот, хорошо люди устроились. Смотрите, в палисадничке там диван стоит, стол, табуретки, и, видать, здесь люди в бильярд, ой, какой бильярд, шашки там, домино играют, нарды, ну кто во что хочет. Дальше проходим, следующий двор подобный, ага, значит, здесь видим трубу, вот газовый вентиль, соответственно. Ну и вот что двор себя представляет. Туалет, вот такой вот МЖ, соответственно. Что-то двери не закрыты, видать, люди то ли не ходят туда, то или ходят по ночам. Так, вот сюда они все это выносят, продукты своей жизнедеятельности. Там
там грибная яма. И мы идем дальше. Идем дальше. Такой микрорайон. Частично, значит, деревянные дома и частично каменные дома. Такая картина. Лужки. Да, там, да, сложно попасть. Я не знаю, как ходят. Наверное, вдоль вот так вот. Так вот ходим. Ходят они, передвигаются. Слышим вот детский крик. Вот там площадка. И на ней видим детей. Дети играют. Ну вот новый дом каменный. Там необходимо иметь площадку. Поэтому площадка хоть какая-то есть. И дети из местных домов вот этих вот, видать, туда и бегают, играют. Им повезло. Удачно то, что строятся такие дома в этом микрорайоне. Вот видим, здесь такие вот бараки стоят, или как одноэтажные дома, как их точнее назвать, не в обиду жильцам этих домов. Улица Пекарская, вот это вот. Пекарский был известный тоже вольнодумец, революционер, которого царь сослал в Якутию еще в 19 веке. Значит, как известно, Якутия считалась тюрьмой без решеток. А вот смотрите, какая штука. Это какой-то инопланетянин за глазами. И мы заглядываем туда внутрь. Вау. Вы первые, кто увидел, что там внутри. Радуйтесь. Так, Якутия, короче, раньше была тюрьмой без решеток, и сюда ссылал царь всяких вольнодумцев, значит, ну, а люди эти были умные, в общем-то, образованные, и вот этот Пекарский, он был лингвист, и он словарь якутского языка даже сделал, значит, сделал такой вот человек пользу принес в те времена для местного края, и вот именем его вот эта улица и названа. Я хотел туда вот дальше пройти, но смотрите, там грязюха, а я вот хотел те помои поснимать, но не удалось. Пришлось разворачиваться, идти обратно. Ну вот здесь какие-то лежат досточки, но довольно сложно туда, я не стал рисковать, потому что у меня не сапоги, а обычные там ботинки. И вот, смотрите, с этой стороны дома тоже как подойти? Как-то люди ходят, я не знаю. Или только на машинах туда можно доехать. Поэтому я развернулся и пошел вот в эту сторону. Пошел в эту сторону вот этих вот домиков, деревяшек. А вот смотрите, здесь интересно, вот вас снимает камера, там была вывеска. То есть люди здесь не такие дикие, что значит у них есть и камеры установлены здесь, и все современное. Но вот эти лужи, они в каждом дворе практически. Ну а собаки, вот собаки, смотрите. Вот там одна собака за забором на меня, значит, начала гавкать, и я не стал туда идти, а решил пойти прямо, но там тоже собаки какие-то загавкали, и я решил, короче, развернуться и уйти оттуда. Поэтому мы с вами продолжим путешествие немножко с другой точки. Так, ну, туалет новый, но почему-то он без дверей. Совершенно без дверей. Зачем-то их сняли. Для сухих помоев, для жидких помоев, все. Тут есть возможность выкидывать все это барахло, то, что накапливается, продукты жизнедеятельности. Ну, двор, машины прямо вот во дворе, удобство. Вот, в общем-то, большие такие ограды, и можно есть где свою машинешку поставить. В отличие от этих многоэтажек, которые сейчас строят, там уже все запружено. Этой дорогой я шел первый раз, никогда здесь не ходил, даже и не думал, что еще сохранились вот такие дома.
якутские. Поэтому иду на свой страх и риск. Как бы, ага. Ну, смотрите, кошка сидит за, как будто бы в клетке, за сетка рабицы, вот она там, или кошка. Да, вот так вот, чтобы не убежала. Вот такие вот красоты проходим. Так, ну, вот, если повернуть налево, то здесь как бы двор, да, ну туда не пройдешь, потому что там грязь, а здесь тупик уже. И там еще собаки начали лаять. И, в общем-то, вот собаки, видите, да, обратная сторона этого двора. Ну, собачки охраняют двор от непрошенных гостей типа меня, которые что делают тут непонятно. Ну вот еще кто не видел красоты, можете полюбоваться сим зрелищем. Ну, это, конечно, скоро уже все исчезнет, поэтому надо зафиксировать еще как оно для истории. В общем, это историческое видео. Вот потом сохранится и построят здесь такие высокие дома, где продаются квартиры. И здесь есть большой магазин продукты. А вот впереди видим мы барак сгоревший. Людям, видать, уже надоело там жить, и они решили его спалить. Или, может, пьяный какой с сигаретой заснул. Или же проводка, что бывает часто вот в таких домах, проводка сгорает, потому что старая, ветхая проводка, короткое замыкание, все. Вот людям повезло здешним, что они рядом вот такой хороший магазин, счастливая монетка, продукты и алкоголь. Все удовольствия в одном месте. Овощи еще забыл сказать. Овощи продаются. То есть далеко идти не надо. 30-50 метров, и у вас хорошие недорогие продукты. Вы обеспечены. А это улица Жарницкого. Проходим вот по таким досточкам, или же, как это, точнее, бревнышки, да? Так вот, кем-то заведомо положенные, да? Чтобы можно было ходить, передвигаться людям. Кто такой Жарницкий был? Это был строитель, который строил дома в Якутии на сваях уже. То есть до него, значит, дома строили обычным способом, прямо на земле, но у нас вечная мерзлота, поэтому все эти дома порушились, старые постройки, и сейчас дома только делают на сваях. Сначала свайное основание из железобетонных свай, а потом уже сверху строят дом. И таким образом удается многоэтажные дома строить. Ну, здесь видим на улице Жарницкого новые домики, обитые плиткой, красивые. В них магазины. И вот пиво, пожалуйста, Беркут. Ну, здесь также находится автосервис, автомойка. Здесь вы можете машинешку свою помыть, а здесь вот у нас мечеть, новая построенная мечеть. И там дальше тоже красивые дома такие, современные многоэтажки построены. Вот автомойка. Недалеко, это от города, не знаю, там пару километров, от центра города пару километров, наверное, если не меньше. Ну вот такой вот дом деревянный, богемный даже, я бы сказал. Смотрите, какие у него балконы, вот эти балясины на балконах, смотрите, да, вот эти перила, колонны. Да, такие раньше дома давали, квартиры в них, наверное, только каким-то блатным людям, членам партии, каким-то видным деятелям. Просто так, наверное, тут сложно было получить квартиры. Березки, вот такая красота. Но вот еще раз вид на мечеть новую. И мы решили свернуть вот здесь вот под таким настилом, видите, да? Это настилы, поддоны из-под груза. Вот их стелят обычно вот в таких местах, чтобы можно было ходить. Они такие двухслойные, как бы, и поэтому, когда грязь, вода, ага, ноги не мучатся. Можно пройти спокойно, без каких-либо проблем.
Так, вот опять какая-то машина, кузов от нее, вернее, то, что осталось, уже все распотрошено. Интересно, почему не вывозят все это дело? Так, ищем тропку. Ну, опять двор, опять лужка. Ну, наверное, подсохнет, все тут будет летом. Ну, зимой-то это ничего не наблюдается, как бы все замерзшее, все в снегу, поэтому ну, вот я иду с пакетом, купил маски такие пластиковые на лицо, которые защищают полностью лицо вот, от коронавируса. Поэтому я с пункта выдачи Вильберис там я получил их, относительно недорого, 100, по-моему, рублей за штуку. Ну и вот идем дальше. Такие палисаднички аккуратненькие. Покрасить бы их, конечно, так вот в божеский вид привести, какую-то выровнять. Ну, брат 2. Или Брага, да, брат 3, Брага. О боже, куда мы с вами зашли? Тут живут братаны. Надо быстрее сваливать, а то они застукают и побьют нас за то, что мы здесь ходим, где не надо. Так, смотрим под ноги смотрим, чтобы не попасть в грязюху. Так, чтобы не упасть, тут могут быть доски с гвоздями, я не знаю, можно наступить, напороться, и потом будет очень больно. Ржавый гвоздь ноги, это неприятно, да. Кто наступал, знает. Так, ну вот еще один богемный дом. У них здесь такой даже дворик как бы есть. Ну, можно было тут деревца какие-то посадить, там такой скверик такой сделать, да. Ну вот у них палисадничек. О, а что это такое здесь? Окопы. Смотрите, окопы. Зачем они вырыли окопы? Они уже решили обороняться от кого-то. Да. Но это шутка. Это, конечно же, шутка. Это просто там какие-то коммуникации, поэтому это они так ямку вырыли. Так, все. С Жарницкого мы с вами свернули на улицу Кальвица. И вот проходим вдоль этих домов, таких помпезных, с колоннами, деревянных, туда дальше. Так, ну вот улица Кальвица у нас, дома. Тут еще сохранилась красочка. Когда-то бы все это выглядело очень красиво. Проходим через колючки, заросли шиповника. Смотрите, часть окон деревянные, а часть пластиковые. А здесь, смотрите, балясины куда-то утащили, видать, на шашлык, что ли. А здесь какой-то ИПшник. Вот смотрите, как сделал все. Шаурма, пицца, роллы. Покушать вам рядом кофе, хрустик. Мы открылись. Вот такая вот красота здесь. Смотрите, какая. Новый дом. И, конечно же, асфальт и асфальтированный тротуар. Это просто шикарно. Но вот почему этот столб посреди дороги? Вопрос. Почему его не могли убрать? Наверное, он очень нужен. Ну, вот дом недавнешний, видать, в нем много жильцов, квартиру в ипотеку купила. И сейчас здесь на машинах ездят. А рядом вот домик. Смотрите, он ниже. Здесь это все отсыпано. У нового дома дорога, сам дом на высоте. А этот как бы в низинке стоит. И, возможно, он... Точно не буду знать. Ну, вот обычно такие дома, которые рядом с новыми, они затапливаются, потому что отсыпка идет и вода вся стекает. Смотрите, какие большие ставни, какие, и решетки. Первый этаж, потому что трубы куда-то наверх идут. Но мы видим, что здесь живут и снизу люди, вот пластиковые окна, видите, да, и сверху тоже. То есть, вот восстановить бы эти дома было бы вообще шикарно, конечно, да, как-то, не знаю, но, видать, уже никому ничего не надо. Вот видите, настил такой,
по нему мы проходим спокойно через этот ручей. Да, куда, интересно, потом эти пластиковые окна делают они? Зачем их ставят вообще? Не понимаю. Ну, наверное, кому-то нравится здесь жить. В таких домах есть своя прелесть. Тут свои у них палисаднички. Может, они там даже что-то делают, шашлычок или что. Какие-то плюсики есть. А там вот вдалеке собака лает. Я туда не пошел, потому что если на меня укусит, приедет скорая помощь потом. И они меня спросят, а что вы здесь делаете? А мне и сказать нечего будет в ответ. Вот такая красота. Надеюсь, в истории это сохранится. Смотрите, какие балконы, балясины. Вот тут даже белые наличники, смотрите, покрашено все белой краской. Красота, да? Но почему-то никто ничего не делает уже сколько времени. Все вот в таком забытье. Наверное, все это снесут. Пока можно посмотреть. Здесь будет скоро новый город, красивый, современный. Ну а это какое-то учреждение, и вот они такой заборчик сделали металлический. И он вот такой острый, чтобы туда никто не мог перелезть. А у них прикольно здесь, смотрите, там сад такой березовый. Вот кто-то делает, облагораживает когда-то. Но это очень давно уже. Проходим мы вдоль линии электропередачи, вот высоковольтные, вот такие здесь большие стоят опоры с проводами высоковольтными. Ну а это уже последний дом. Последний дом в этом ряду. Такая деревяшка, как бы с такими окнами. Ну, здесь, вот смотрите, даже палисадничек есть. Березки растут. Вот цветочки, смотрите, что-то цветет, какой-то кустарник. Красота. Тут, наверное, хорошо. Летом тенек. Любуйтесь. Ну вот единственное, что рядом дорога, конечно, раздражает это. Ну все, по сути дела, мы пришли к этому дому, от которого ушли. Вот он. Всем пока.